Как сообщил в своем докладе министр внутренних дел по Республике Ингушетия Дмитрий Кава, ведомство в минувшем году выдержало испытание на прочность. Серьезных нарушений общественного порядка в регионе допущено не было. Именно от повседневной, добросовестной, иногда малозаметной для окружающей работы простого полицейского, участкового, следователя, сотрудника оперативных служб во многом зависит, насколько безопасно и комфортно жить в нашей республике. Прошедший год для органов внутренних дел складывался достаточно непросто. Мероприятия по укреплению правопорядка и защите граждан от преступных посягательств осуществлялись в условиях нарастающих факторов криминогенного риска. Имели место резонансные преступления, проявления терроризма, экстремизма. Сотрудники УВД Республики совместно с коллегами других силовых ведомств выполнили задачи, значительный объем работы в ходе обеспечения общественного порядка и безопасности при проведении более 620 праздничных и иных значимых общественных мероприятий. Общее количество участников превысило 400 тысяч человек. Должен констатировать, что несмотря на сложность реализации поставленных задач, контроль над оперативной обстановкой обеспечен полностью. Дмитрий Кава также отметил устойчивую тенденцию снижения террористических преступлений в Ингушетии. В первую очередь сократилось общее количество зарегистрированных преступлений, в том числе, что немаловажно, тяжких, особо тяжких составов. Цифры статистики свидетельствуют, уровень преступности на порядок ниже, чем общероссийские и среднероссийские показатели. Эти показатели достигнуты за счет концентрации усилий личного состава, эффективного взаимодействия с другими правоохранительными ведомствами и органами власти. В числе основных приоритетных, которые стояли перед нами, в первую очередь это раскрытие, расследование преступлений. В прошедшем году усилиями всех правоохранительных структур раскрыто 957 преступленных деяний. Это на 3 с лишним процента больше, чем аналогичный период прошлого года. На 3,6% повысилась общая раскрываемость преступлений. По его словам, не обошлась эта работа и без потерь среди личного состава органов внутренних дел. В ходе вооруженных нападений погибли 3 наших товарища, 11 получили ранения. Еще один сотрудник погиб на территории РСО «Алания» в ходе преступного нападения. Прошу почтить память погибших сотрудников минутой молчания. В своем выступлении глава Ингушетии Юнусбек Евкуров отметил, что усилиями подразделений МВД была обеспечена безопасность значимых общественно-политических и культурно-массовых мероприятий в республике. 17-й год для нас, для всех прошел в республике с учетом 25-летия юбилея республики. Проведено большое количество мероприятий, в том числе там, где необходимо было обеспечить, ну, будем говорить так, колоссально обеспечить общественную безопасность республики. Активное участие блока именно МВД республики, особенно блока, наверное, всех, не только полиции общественной безопасности, а всех, и оперативно, не оперативно, все службы участвовали, за что вам огромное спасибо. Мы на всех этих масштабных мероприятиях не допустили никаких нарушений. Работа плотно с оперативным штабом, взаимодействие с органами государственной власти, муниципальными властями нам позволило в этом году достигнуть безопасности в нашем регионе. Подводя итоги работы МВД за 2017 год, мы можем твердо говорить, что по многим направлениям, показателям вы достигаете положительных результатов. Руководитель региона также коснулся основных показателей деятельности подразделений МВД. Он подчеркнул, что эти данные должны быть обнародованы и опубликованы в СМИ. Таким образом, по его словам, возрастет доверие населения к органам правопорядка. Мы проводили соцопрос, периодически мы это делаем. И раньше я тоже об этом говорил, где доверие граждан к полиции в целом, оно потихоньку начинало снижаться. По ряду причин. И вот за последние полгода на 5,4% рост доверия граждан к вашей деятельности. Да, понятно, она не сама по себе там, от сотрудников полиции зависит, но уж точно авторитет. И вот то, что мы сейчас 5,4% делали, вот в первом полугодии должен быть намного выше процент доверия. А доверие когда? Вот только что министр об этом говорил. Первое и самое главное, это, конечно, ваше взаимоотношение с гражданами, с простым человеком.
Обычно, когда начинают говорить о человеке хорошо, тогда, когда он пришел на помощь. Когда человек нуждается в помощи, вы его не оттолкнули, начиная от приема заявлений, заканчивая там всеми делами. Был случай, когда в Сунже там пожар, и участковый оказался на этом месте. Я тоже просил бы поощрять таких людей. Когда просто вал обращения простых людей, что он хороший человек просто. А человек просто выполнил свои обязанности, свой долг. Почему? Потому что любого, кто одевает мундир, кто принимает присягу, ответственность, не надо искать специально, где бы показаться хорошим. Оно всегда под ногами для любого человека в погонах, тем более для вас. Юнусбек Евкуров пожелал коллегии плодотворной работы и принял участие в церемонии вручения наград и поощрений за достигнутые успехи в оперативно-служебной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности на территории республики. Грамоты от главы Республики Ингушетия были вручены 8 сотрудникам МВД. Также ряд полицейских получили ведомственные поощрения и награды. Юсуп Гелисханов, Хусен Гагиев, Юсуп Ханиев, Рамазан Ахильгов. Новости 24.